Эта работа, в общем-то, вот эта карта, вернее, это итог огромной работы. Вот уже было сказано про наш проект «История башкирских родов». Я бы хотел сказать, что этот проект, наверное, «История башкирских родов», внутри которого, кстати, была проведена основная, так сказать, львиная доля работы по созданию этих карт. Этот проект не состоялся бы, если бы, значит, не спонсорская помощь благотворительного фонда «Урал», первого президента Республики Башкортостан Муртазы Губайдуловича Рахимова. Вот, когда мы к нему обратились и, значит, попросили, скажем, проспонсировать это дело, он пошел нам навстречу. И вот это, благодаря этому с 2014 года вот наш проект «История башкирских родов» пошел, запустился, и внутри него были созданы эти карты, потом они уже дорабатывались в рамках уже, вернее, в Институте стратегических исследований. Ну вот сам проект называется «История башкирских родов». Почему так называется? Вот хотелось бы коснуться, да, и потому что это напрямую связано, то есть вообще с концепцией этой карты. То есть что такие роды? Ну, мы намеренно ушли вот от этого четкого такого научного определения, вот, потому что была такая угроза впасть в такую, значит, научную полемику, что такое род, что такое племя, а чем племя от рода отличается и так далее, и так далее, и так далее. То есть, и мы бы просто утонули бы, и потом бы, значит, стали бы нам такие вопросы задавать. А вот ирактинцы есть, да, а они там, значит, ответвление табынцев, они что, отдельный род там или отдельное племя, это клан или что, и так далее, и так далее. Поэтому взяли такое простое, всем понятное слово «род», а в основе, значит, этой карты и всего этого проекта было, конечно, лежало волостное деление. То есть вот была, допустим, Балыкчинская волость, там, или Гирейская волость, там, или еще какая волость. Понятно, что названия всех этих властей происходили от названий конкретных кланов, конкретных родов, понятно. Но, как уже историки показали, Асфендиаров и, значит, Кузеев, наши этнографы, выдающиеся, что уже в XVIII веке многие из этих властей уже, так скажем, не представляли вот, так сказать, такого клана, там, линеджа какого-то в классическом понимании этого слова, да, термина. Вот, они уже были во многом просто уже такие, значит, территориальные структуры. Но вот как раз благодаря вот этим территориальным, горизонтально интегрированным структурам, собственно, это и составляло скелет башкирского народа. И вот эти воспоминания о принадлежности там, к той или иной волости, носящие название того или иного рода, оно ведь дожило до буквально, вот, скажем, сегодняшних дней, потому что, ну, по крайней мере, юго-восточные, ну и северные, ну, на северо-западе не так это сохранилось, но основная масса башкир, в общем-то, сохранили воспоминания о принадлежности к тому или иному роду. Вот. И вот эти волости, которые существовали, ведь они тоже, вот, допустим, на карте, если мы посмотрим на территорию Туймазинского района, да, кстати, самого плотного района Республики Башкортостан, там, если, значит, сам район 130 тысяч людей, да, вместе с городом Туймаза, если туда еще прибавить город Октябрьский, вообще за 200 тысяч, да, то есть ни на одной территории такого количества людей не проживает. Вот. Ну, я не имею в виду, конечно, столицу Уфу, город Уфа, и Уфимский район. И вот Туймазинский район, там нарисованы, значит, окрашены в цвет, допустим, там Канлинской, там Еланской, там еще каких-то властей, да, но на самом деле там это территория, она, наверное, самая смешанная в родовом отношении, Туймазинский район. Там где-то порядка, наверное, 7-8 там, родов проживает, то есть деревни, относящиеся там, к 7-8 родам. То есть там такое смешение, причем не только северо-западные башкиры, там и северо-восточные башкиры, там много айлинских деревень, айлинцы переселились, много деревень юго-восточных башкир, тамьянцы туда переселились, там, значит, там вот такой замес. Естественно, эта карта все вот это многообразие отразить не может. Она отражает, показывает территорию той или иной волости. Потому что вот эти те же самые айлинцы, которые переселялись на территорию современного района, они становились припущенниками у, допустим, там башкир рода Канглы. Припущенниками. Со временем они переходили в сословную группу типтярий. Вот, и вот, допустим, в ревизиях они как типтяри идут, например. Да, вот пойми,
кто они вообще, да? То есть типтяри, мы же понимаем, это же не этнос, это в первую очередь сословная группа. И помогает этническую природу той или иной, значит, скажем, группы типтяри, что нам помогает выявлять? Мы смотрим, как они себя проявили, во-первых, во время переписи 1917 года, когда впервые, значит, национальность и сословие были разведены по разные стороны. И вот они пишут, мы, значит, сословие типтяри, а национальность башкир, например, пишет. А те, у кого уже вот это превалировало, сословное сознание, и они, допустим, даже и в правительственных переписях, значит, себя, свою национальность уже как типтяри тоже определяли, мы их выявляем каким образом? Мы смотрим уже по метрикам. Потому что люди думали, ага, раз правительственное мероприятие, правительство интересует больше всего их отношение к земле. И вот они пишут и сословие, и национальность типтяри. Вот, а в метриках, там, когда дети рождаются, когда они уже общаются непосредственно с приходским имамом, муллой, он приходит и спрашивает, кто ты, а он там уже, значит, в метриках говорит совсем другую информацию. Он пишет башкорт или там еще что-то, да, там башкир, там или, значит, другие какие-то, значит, определения. Вот это все, вот эта огромная работа. Понятное дело, что карта, она все отразить не может, но она, в общем-то, как-то все равно постарались там отразить на этой карте, вот там с всякими, значит, условными обозначениями. Вот, и правильно здесь было сказано, эта работа бесконечная, ее можно продолжать сколько угодно, так же, как и писать можно сколько угодно. Вот сейчас мы пишем справочник научный по вот Туймазинскому району, и там огромное количество нюансов выявляется, те нюансы, которые никак не отражаются там, ни в материалах переписи, там, ни, значит, еще как-то ревизии. Вот, а они там по каким-то таким совершенно другим, скажем, механизмом, в общем-то, выявляется. Поэтому, что, это огромная работа, и, значит, я благодарю своих коллег, которые работали и в проекте «История башкирских родов», и потом уже продолжили в рамках ИСИ, Института стратегических исследований, дорабатывать эту карту. Вот. Это огромная работа, это результат огромного труда, значит, всех нас. Спасибо.